Сохранение и развитие родных языков – одна из государственных задач, которые стоят на современном этапе перед Россией. И это особо актуально для многонациональной республики, где проживают представители более 100 народностей. По всей Якутии, в том числе и в Нерюнгри, прошла декада родного языка и письменности. Жители приняли активное участие. В школах прошли классные часы, в библиотеках были организованы выставки, а общественная организация «Саха-Аймах» подготовила обширную программу с целью развития и популяризации якутского языка и письменности для установления и укрепления творческих связей, обмена опытом работы и выявления новых талантов. Цель всех наших мероприятий – это пропаганда и сохранение языка народа Саха. Мы знаем, язык Саха – это древний язык, это язык эпос Аланхо. Аланхо у нас вошло, признано ЮНЕСКО, это шедевр устного и нематериального наследия. Поэтому мы обязаны, как общественники, как общественная организация, которая включает Саха Нерюнгринского района, именно нести эту культуру, нести свой язык. Мы знаем, что язык народа – это культурный код, который сохраняет, развивает и пропагандирует культуру, традиционную культуру каждого народа. День родного языка и письменности в Якутии проводится каждый год. Якутский язык является одним из древнейших, а также одним из самых сложных и богатых языков мира. Дата выбрана не случайно. Ее приурочили ко дню рождения первого якутского лингвиста-ученого, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова. Сегодня День родного языка по всей республике, большой праздник, да? Это для народа Саха родной язык. Сегодня день рождения Семена Андреевича Новгородова, основателя якутского алфавита. И, конечно, наша общественная организация «Саха-Аймах» сегодня, как и во всех улусах 34 нашей большой, необъятной, любимой республики Саха-Сиря, проводит разные мероприятия. Но мы тоже не отстаем. Сегодня мы проводим открытие декады, посвященное Дню якутского языка, родного языка. И, конечно же, сегодня мы проводим для детей, детской аудитории, небольшую викторину, которая состоит примерно из 20 вопросов. Будет вопрос-ответ и, естественно, призы. Мы подготовили у нас город полиэтнический на 2 языках. На якутском и на русском. В это же время в образовательных учреждениях проводились вокальные конкурсы, театрализованные постановки и выставки народного творчества. Если дети знают традиции, обряды, язык, литературу народа, носителем культуры которого они являются, они и становятся патриотами. Они любят свою родину, они пропагандируют знания о культуре родного народа. И второй важный момент. Если дети уважают культуру собственного народа, то они с таким же уважением относятся и к культуре народов других, представителей других народов, которые проживают с ними рядом. Якутский язык относится к группе тюркских языков. На нем говорит почти 400 тысяч человек. Причем это не только этнические якуты, но и представители других народов. Сам по себе якутский язык очень литературный и подходит для стихов и песен. Не стоит забывать о том, что памятник якутского языка, уникальный эпос Аланхо, признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Уруй айхал болун, уруй туску болун, архагатантигинных, агнагасаналах, айхан аймгин, аттах охотугар, кюхсютентигинных, кемускесюрехтых, кунеркен ухун, кустех охотугар. Несмотря на то, что в настоящее время в школах не хватает специалистов по такому предмету, как якутский язык, его учащиеся познают через изучение культуры, традиций и народного эпоса.
В рамках декады прошла блиц-игра под названием «Что ты знаешь о якутской культуре?». А дети разных возрастных категорий приняли участие в конкурсе рисунков по мотивам якутских сказок. Районный диктант на знание родного языка в этом году посвятили 50-летию писателя-современника Семена Маисова, члена Союза писателей России. Сегодня мы выбрали отрывок из произведения Семена Маисова, современного писателя, известного романиста, который вошел в историю якутской литературы. Именно вот первое произведение было роман. И называется это «По рассказам матери». Называется роман. И он был очень популярен, этот роман. Был удостоен золотой медали в 2019 году. И его поэтому из этого произведением вы выбрали текст для написания вот сегодня. 5 человек написали без ошибок. Ни в орфографии, ни пунктуации. И мы поэтому всем им вручили диплом за первое место. Второе место заняли у нас 5 человек. Это по одной ошибке. И за 3 место у нас 7 человек, это по 2 ошибки. Кроме этого, мы 3 номинации установили. За самый красивый почерк Ирина Ильинична Кузьмина. У нее очень крупные, округлые, такие, как у отличницы девочки, ученицы начальных классов, почерк. Так, дальше. Каллиграфический почерк Григорьев Никита Афанасьевич. У него почерк, буквы с завитушками. Очень красивые. Сейчас, таких, мало, которые так пишут красиво. И Елизавета Мамаева, у нее изящный почерк. Очень красивый тоже. Вот 3 номинации. Через несколько дней нерюнгринцы, всего 25 человек, приняли активное участие в республиканском диктанте. Писали отрывок из произведения «Алтан Сарын», написанное якутским писателем Гаврилом Баишевым, которому в этом году исполняется 125 лет. У нас на кружке «Айтик» был разговор, что нужно идти на диктант во время декады Сахатула. И вот кто по-якутски пишет, кто желает, идите. Я пожелала и пошла. Участники отметили сложность написания текста на особенном литературном языке. Победители получили дипломы республиканского уровня, остальных участников наградили сертификатами и грамотами. Закрытие декады родного языка и письменности прошло в этнографическом центре. Церемония награждения предшествовала викторина на знания знаменитых людей Якутии и конкурс под названием «Мир родного языка Саха», где участники читали стихи и пели на родном языке. В мероприятиях, которые проводились в рамках декады, принимали участие все желающие. Выступления оценивались по возрастным категориям. Сегодня я участвовала в номинации «Стих». Прочитала стих своего земляка Платона Алексеевича Юнского. Это мой земляк. Я сама из Татинского улуса, села Черкёв. Поэтому я выбрала его стих. Для меня это родной язык. Превыше всего. Я без родного языка не могу, это мое... Жить не могу без родного языка. Стоит отметить подрастающее поколение. Учащиеся школы номер 2 занимаются изучением национальной культуры, эпоса Аланхо, и всегда активно принимают участие в мероприятиях по пропаганде и развитию традиций и народного творчества. Я участница ансамбля «Чоранчик». Сегодня я получила диплом 2-й степени за участие в блиц-викторине. Она была у Якутии, о знаменитых людях Якутии. О Якутии, в принципе. И второе диплом, я получила диплом победителя 1-й степени за свою песню на якутском языке.
Я получила диплом 3-й степени за свою песню и диплом 2-й степени за викторину. Я пришла в ансамбль «Чоранчик» в этом году. Я пела песню «Саман Саин». Я получила общий диплом с Ефремовой Валерией. Я получила диплом за то, что исполнила Аланху про красивую женщину Туэрмаку, которую унес злой богатырь в Нижний мир. Я занимаюсь в ансамбле уже 3 года. Якутский язык – один из древнейших на планете. Ученые называют его одним из сложных и богатых языков мира. В настоящее время проводится системная работа по повышению уровня образования и развитию государственных и официальных языков, которые функционируют на территории Якутии. Ведь самое большое и важное богатство любого из народов – это его родной язык, как бесценный дар и неотъемлемая часть жизни. Язык, на котором пишет человек, читает, говорит. Язык, на котором человек думает, мыслит и мечтает. Наша республика одна из первых начала проводить работу по языковому строительству. И сейчас делается все возможное, чтобы языки народов Севера не потерялись в огромном мире. И будущее поколение якутян знали и могли говорить на своих родных языках.